Здравствуйте, уважаемые эксперты! Меня зовут Максимова Дарина, я учусь в 5 классе. На конференции представляю Турукетскую среднюю общеобразовательную школу имени Ивана Николаевича Гуляева. В течение более 2 лет мы работаем над темой военно-мемориальное наследие семьи Максимовых в карте фронтового пути сержанта Красной Армии. Значимость изучения военно-мемориального наследия семьи, на наш взгляд, обусловлена несколькими причинами. К примеру, военно-мемориальное наследие может выступать одним из оснований укрепления духовных основ семьи, а также предпосылкой к созданию нового раздела семейного музея. В обычном музее мы являемся лишь пассивными созерцателями, а в семейном музее я автор, творец экспозиции. Новый раздел нашего семейного музея – это результат совместной деятельности родителей, меня и моего учителя. Цель исследования состоит в комплексном анализе историко-культурных условий бытования, практического опыта сохранения военно-мемориального наследия семьи, обоснования его созидательного потенциала как ресурса семейной духовности и культуры. Задачи. Во-первых, изучение архивных материалов и необходимой литературы. Во-вторых, проведение анкетирования среди учащихся школы с целью изучения отношений школьников к семейным музеям. В-третьих, составление генеалогического древа Максимовых. В-четвертых, создание карты военного пути Максимова Дмитрия Алексеевича как путь к открытию нового направления нашего музея. В процессе исследовательской работы мы использовали методы конкретизации, контент-анализа и, конечно же, сравнительно-исторический метод. В 2 главах нашей работы мы изучили особенности жизненного пути моего деда и путем сопоставления исторических данных пришли к выводу, что на безымянной высоте вблизи деревни Спас-Вилки Шаховского района Московской области несколько лет назад были обнаружены останки больше 300 бойцов. Удалось расшифровать только около 30 фамилий. Среди них была и фамилия моего деда Дмитрия Алексеевича, которому в тот момент было всего лишь 22 года. Мы узнали, что мой прадед участвовал в Ижевско-Вяземской операции контрнаступления под Москвой в составе 20-й армии Западного фронта и погиб смертью храбрых. В ходе исследования мы нашли воина, принимавшего участие в битве около деревни Спас-Вилки. Далее мы составили карту фронтового пути моего деда на основе полученных в ходе исследования данных. В свою карту я включила число экспонатов нашего семейного музея, тем самым открывая новое направление «Воинская слава». Спасибо за внимание.